Якутия передала гуманитарную помощь Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского в Москве. В составе гуманитарки ортопедические средства реабилитации, предметы первой необходимости для поступающих на лечение военнослужащих. В ходе рабочего визита якутской делегации в Национальный медицинский исследовательский центр высоких технологий Айсен Николаев встретился с ранеными земляками и передал бойцам гостинцы из Якутии. В этот же день подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха и многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением вооруженных сил. Госпиталь Вишневского оказывает высокотехнологичную медпомощь по 9 направлениям, работает по международным стандартам. Главной целью соглашения станет объединение усилий по медицинской реабилитации и лечению военнослужащих. И вот такие соглашения, которые вот сегодня мы подписали с госпиталем имени Вишневского, они крайне нужны. Это уже третье наше соглашение. Это, конечно, помогает нашим бойцам здесь лучше лечиться. Это и внимание к ним со стороны руководства и сотрудников госпиталей. Это и помощь, которая со стороны наших волонтеров идет, с нашей республики. Это уже будет более легче доводить до наших раненых. И, конечно, эта работа будет продолжаться. Это наш святой долг. Мы должны каждого нашего бойца, будь то на фронте, будь то вот здесь в госпиталях, окружить заботой, окружить вниманием для того, чтобы мы все чувствовали, что мы одна большая единая семья. Становится уже такой доброй традицией именно отношения между нашим Национальным медицинским исследовательским центром имени Вишневского и Республикой Саха-Якутия. Наверное, таких два региона, которых можно назвать, это Саха-Якутия и Тува, которые на регулярной основе посещают своих ребят и непосредственно участвуют в работе с ними, помогают нам в лечении. Потому что я думаю, что общение со своими земляками, конечно, играет большую роль. А когда сам глава приезжает и не забывает о них, я думаю, что это достойно уважения как минимум.